Добрый вечер. В эфире «Вестник». В нашей передаче принимает участие заместитель главного врача управления санэпиднадзора Давиденко Инна Александровна, председатель комитета по охране природы Барышников Александр Михайлович. На Малом Совете принято решение о распределении средств за нарушение окружающей среды, основываясь на закон Российской Федерации. Александр Михайлович отвечает на вопрос, как распределяются эти средства. Все платежи до этого направлялись, перечислялись в Республиканский фонд охраны природы и оставались там. Нам от этого не перепадало практически ничего. На сегодня распоряжением главы администрации, а затем, спустя месяц, такое же постановление издало правительство нашей республики. Платежи распределяются так. 50% остается у нас в районе, а 50% перечисляется в республику, в Республиканский экологический фонд. Средства эти расходуются на природоохранные мероприятия, и в частности в нашем городе эти средства, большую часть этих средств планируется израсходовать на переселение жителей из пионерного поселка, как из зоны из экологически опасной зоны. Но здесь меня еще в связи с этими платежами волнует одна проблема. Платежи платежами, но и, кстати, предприятия платят очень большие деньги. Так, за прошлый год, эта сумма составляла 15 миллионов рублей. Естественно, в этом году коэффициент удорожания 10. Сумма получается огромная, но конкретных результатов от этих платежей нет. Это все связано с тем, что деньги платятся государственные, деньги платятся не из своего кармана. И кроме того, платежи эти распределяются и в себестоимость продукции. Поэтому практически сегодня платим за загрязнение мы же сами. На нас сыпется эта грязь, а мы платим за воду, за свет, в который уже включены эти платежи за загрязнение. То есть получается парадоксальная ситуация. И предприятиям легче платить, чем соблюдать на сегодняшний день. На сегодня Инна Александровна рассказала, что обогатительная фабрика практически в последнее время очень часто дымит. Это видно невооруженным глазом. Они работают, выбрасывают загрязнители выше нормы и исправно платят. Каждый месяц они платят где-то 150-200 тысяч рублей. А найти средства на закупку оборудования у них почему-то нет. Наверное, нужна валюта, как они объясняют, и прочее. Спасибо. Инна Александровна, как у нас стоит вопрос с водоснабжением в городе? На сегодняшний день ситуация по обеспечению питьевой доброкачественной водой наших жителей крайне тяжелая. Питьевое водоснабжение осуществляется в городе за счет 7 водозаборов. Из них только на Государственным комитетом по запасам при Российской Федерации только на 2 водозабора выдано разрешение на использование воды для питьевых целей. Это Амулинский и Верхний Нерюнгинский водозаборы. Суммарный водоотбор составляет 33,6 тысячи метров кубических в сутки. 4 водозабора вообще работают без разрешения Государственного комитета по запасам Российской Федерации. Эти водозаборы были в свое время открыты в период бурного строительства нашего города, когда существовал определенный дефицит воды. И для того, чтобы покрыть этот дефицит, были предприняты попытки хоть каким-то образом производить доставку воды в жилые районы и на промышленные предприятия. Один из водозаборов, это Нерюнгинский, по решению чрезвычайно противоэпидемической комиссии при Республиканской санэпидстанции, был переведен в разряд технических. Однако он по настоящее время участвует в водоотборе, и вода которого поставляется непосредственно потребителю, естественно, после предварительной очистки и обеззараживания. На сегодняшний день из водозаборов, которые не имеют разрешения, идет водозабор 40,9 тысяч метров кубических
в сутки. Следовательно, на сегодняшний день водоотбор составляет 74,6 тысячи метров кубических, или же 55% воды мы поднимаем из загрязненных источников. А по официальным материалам Новосибирского института гигиены бак загрязнения водоносных горизонтов по нашему региону приобретает уже необратимый характер, и, естественно, водозаборы, которые не имеют разрешения, они являются потенциальными источниками в нашем городе по обеспечению водой, пусть это не постоянно, а спорадически из скважин, не отвечающих ГОСТу по ВАК-показателям. И особенно это проявляется, учитывая, что вокруг расположен жилой фонд, не канализованный, который является основным источником поставки инфекции. И основной момент – это когда в весенне-летний период идет массивное смывание скопившихся отходов за зимний период. Эти водозаборы очень сильно страдают. В скважинах появляется массивное загрязнение воды, и, в общем-то, мы вынуждены прибегать к перехлорированию воды, для того, чтобы по разводящей сети вода шла в соответствии с требованием ГОСТ. Но дело в том, что здесь изменяются и органолептические свойства воды, и, естественно, идет и ущерб здоровью нашего населения. Но если бы в свое время, а это уже в течение 2 лет, ставится вопрос перед руководством объединения «Якутуголь» о хлорировании, о строительстве дехлораторных установок, что сняло бы само по себе причину повышенного содержания остаточного хлора в водопроводной воде. И поэтому еще у нас проблема такая, что вода из водозабора, расположенного в зоне Нерюнгринского угольного разреза, не может быть использована, так как по данным 1992 году проведенные исследования в Хабаровском подтверждены сильное химическое загрязнение водозабора. Это превышение ПДК по фенолам от 3 до 15 раз, по железу до 15 раз и кадмию до 2 раз. Александр Михайлович, воды не хватает. Какая ваша точка зрения на этот счет? Вы знаете, создалась парадоксальная ситуация. Мы живем у воды и без воды. Но причин здесь, конечно, много. Это и загрязнение водоносных горизонтов, это и несвоевременное строительство водозаборов. Но все-таки ту воду питьевого качества, которую мы сегодня добываем, нам должно с лихвой хватать. Вот если взять водопотребление крупных индустриальных городов, таких как, допустим, Лондон, Нью-Йорк, то там водопотребление составляет 250-300 литров в сутки на человека. У нас же по нашим подсчетам водопотребление в городе составляет где-то 500-550 литров в сутки на человека. Значит, вода тратится и теряется на магистральных сетях. Это около 10-12% потерь. Вода теряется в жилых домах. Это по подсчетам около 30% потерь. То есть мы нерационально расходуем воду. В этом, конечно, виноваты и предприятия, обслуживающие сети, и дома, и жилые дома. Но и в этом, конечно, виноваты жители, все жители. Зачастую можно наблюдать, что сливается горячая вода зимой на всякий случай, чтобы не замерзла канализация. Значит, если неисправно оборудование, зачастую лень обратиться в соответствующее или испортившееся оборудование. Вот здесь, я думаю, один из путей решения – это рациональное использование воды. Спасибо. Инна Александровна, как сказывается вот такое состояние наших водозаборов на нашу эпидемиологическую обстановку в городе? В общем-то, так как идет фактор смешения воды от всех водозаборов, которые и имеют, и не имеют разрешения Государственного комитета по запасам при Российской Федерации, так построена наша схема водоотбора, естественно,
попадая бактериально загрязненная вода, является для нас, в общем-то, ну, такой неблагоприятной средой, которая может при попадании в организм человека вызвать вспышки желудочно-кишечных заболеваний. Мы уже на свою бытность в городе имели водную вспышку в 1979 году, когда тысячи горожан были уложены на больничные койки только лишь от того, что, значит, употребляли недоброкачественную воду, но не централизованной разводки, а привозная. Поэтому, естественно, влияние бактериального загрязнения воды мы отчетливо еще и ощущаем, если сопоставляем данные, которые мы имеем по инфекционной заболеваемости. Если взять период 6 месяцев 1992 года, то заболеваемость сальмонеллезами выросла в 3,4 раза, дизентерии на 4,8, на 48%. Рост заболеваемости желудочно-кишечными инфекциями отмечается особенно в летний период. И за июнь месяц мы имеем вот такие нехорошие показатели, что дизентерия выросла в 2,4 раза, а острые кишечные инфекции на 24,4 раза. То есть цифры не радуют? То есть цифры не радуют, и потому как есть предпосылки для того, чтобы они даже и росли. А вот решение проблемы такой, как переселение старого жителей промзоны Пионерного поселка, этот вопрос был поставлен на 2-й сессии, потом контроль поднимался вопрос и на 7-й сессии, на 9-й сессии. Это что-то даст? Ну, если в частности вы имеете в виду по водоснабжению, по обеспечению. По забору, там, где находятся эти жители. Ну, в общем-то, водоносные горизонты в поселке, допустим, если мы возьмем Нерюнгринский водозабор, мы его уже не оздоровим, потому что на него уже выдан запрет, и он у нас как технический водозабор. Значит, единственное, что сейчас вот в перспективе решается вопрос по, значит, перспективному развитию водоснабжения по городу Нерюнгри. Это в частности по Самокитскому месторождению, который планируется, значит, ввод при благоприятном стечении обстоятельств в 1997 году, а также расширение Верхненерюнгринского водозабора. Вот эти водозаборы на сегодняшний день, они, так сказать, имеют более незагрязненные водоносные горизонты, и они будут той благоприятной каплей в общем водоотборе, которая нам принесет, может быть, даже большое облегчение, в частности, по поставке воды, соответствующей ГОСТ «Вода питьевая». Спасибо. Александр Михайлович, говоря о природоохране, какие все-таки проблемы на сегодняшний день стоят? Вы знаете, проблем у нас сегодня очень много. Но я думаю, что об этих проблемах мы как-нибудь с вами побеседуем, вы меня пригласите или нас вместе. Но вот сегодня меня, знаете, волнует такая проблема, как заказные территории в нашем районе. Это заказники Унгра и озеро Большое Тока. Дело в том, что запасы на сегодня кончаются, запасы угля, и взоры геологов направлены на заказник Унгра. Дело в том, что осталась единственная территория, которая не разведана. Все вокруг разведано, хороших запасов угля нет, но я думаю, почему они должны быть в заказнике. Мне кажется, что заказник Унгра должен остаться нетронутым, потому что детальная разведка месторождения – это не что иное, как просеки через каждые 500 метров, это бурение скважин, это взрывы. И главное, что вот эта детальная разведка предполагается производиться на 50% территории заказника. Но вы представляете, что будет после такой разведки? Мы не найдем уголь и потеряем заказник. Такая же проблема и по заказнику озера Большое Тока. Озеро уникальное, места уникальные, значит, произрастают редкие и эндемичные растения. Но проблема в том, что рядом, буквально в 30 километрах, обнаружили огромные запасы угля, как вы знаете, Эльгинское месторождение. И буквально вопрос уже решен о разработке и проектировании угольного разреза, подобного нашему Нерюнгринскому.
Вот вы знаете, в нормальных цивилизованных странах площадь заповедных территорий, заказников, национальных парков составляет до 30%. Вот, например, в Канаде там около 25% это заказники и заповедные территории. У нас по республике эта цифра колеблется 2-3%. Штрафы штрафами, наказания наказаниями. Но вот как объяснить людям, что нельзя мыть машины в наших речках? Ну, нет мойки. Все равно это не выход из положения. Можно где-то вымыть возле гаража. Нельзя рубить дерево, чтобы значит, посмотреть, хорошо ли отточен топор. Значит, нельзя сваливать мусор в лесу только из-за того, чтобы не делать лишние ходки на машине, а сэкономить бензин. Я думаю, что благоприятная обстановка нашей среды обитания зависит во многом от нас и только от нас. Да, вы правы. Я благодарю участников нашей передачи. Всего доброго, до следующей встречи во вторник.